Обзор экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события нашего региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайшие часы. Начнем по традиции с новостей валютного рынка. Регулятор установил на 22 ноября официальный курс доллара на уровне 63 рублей 84 копеек, что почти на 18 копеек ниже предыдущего показателя. Курс евро упал на 15 копеек до 70 рублей 69 копеек. Американскую валюту по данным сайта banki.ru выгоднее всего в Якутске покупает Восточный банк за 63 рубля 63 копейки. Лучший курс продажи установлен в том же банке – это 63 рубля 95 копеек. Евро выгоднее всего покупает и продает Восточный банк за 70 рублей 48 копеек и 70 рублей 75 копеек соответственно. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут заводиться только электронные трудовые книжки. Остальные работники смогут при желании остаться верны бумаге. Законопроект на эту тему прошел в Госдуме второе чтение. Планируется, что закон вступит в силу с 1 января следующего года. И еще год после этой даты работники будут иметь право отказаться от электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей. Для этого потребуется подать заявление. Те, кто не подадут заявление в 2021 году, получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение. Также россияне со следующего года смогут устраиваться на работу дистанционно, заключив с работодателем электронный договор. В 2021 году станет доступна удаленная регистрация и оформление пособия в центре занятости. Такие возможности даст суперсервис «Трудовые отношения онлайн». Его прототип вместе с прототипами еще 4 новых сервисов на портале госуслуг представил Минкомсвязь. С помощью него можно будет найти работу и составить резюме. К другим темам президент страны Владимир Путин вручил звезды Героев России летчикам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые летом этого года совершили аварийную посадку пассажирского самолета Airbus А321 в кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. Церемония награждения прошла накануне в Екатерининском зале Кремля. Командиру экипажа Юсупову и второму пилоту самолета Мурзину были присвоены звания Героев России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. Чувством первой степени. Все мы помним историю спасения пассажирского рейса Жуковский-Симферополь летом этого года в Подмосковье. В сложной аварийной ситуации весь экипаж воздушного судна сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу. Но ключевая роль, безусловно, принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию Александровичу Мурзину. Они смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли десятки жизней. Высококлассные летчики по праву удостоены звания Героев России. Кроме того, Владимир Путин высоко оценил многолетний вклад Александры Пахмутовой в российскую культуру и вручил композитору орден Святого Апостола Андрея Первозванного. По словам российского лидера, песни Пахмутовой стали достоянием Отечества. Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Более подробно расскажет моя коллега Нюргуяна Иванова в рубрике «Новости экономики». Нюргуяна, я тебя приветствую. А с чем связано вот такое нововведение? Настя, представители банков пояснили, что таким образом они хотят привлечь новых клиентов, сократить время на обслуживание и снизить риски при проверке заемщика. Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Законопроект о принудительном исполнении работодателем обязательств по начислению работникам заработной платы прошел окончательное чтение в Госдуме. Госинспекторы смогут принимать меры по взысканию в том случае, если работодатель в срок не выполнил предписание о выплате зарплаты и прочих причитающихся денег. Решения инспекторов будут оформляться в виде исполнительных документов и направляться в Федеральную службу судебных приставов.
Минприроды может расширить механизм повышенного налогового вычета на геологоразведку. Глава ведомства Дмитрий Кобылкин поручил проработать возможность распространить повышенный налоговый вычет на геологоразведку не только нефти и газа, но и других полезных ископаемых. Сейчас при расчете налога на прибыль к расходам на все виды геологоразведки применяется повышающий коэффициент 1,5. Ранее Минприроды подготовила проект закона, в котором предлагалось установить коэффициент 3,5 к проектам по поискам, оценке и разведке новых морских месторождений углеводородного сырья. Повышенные коэффициенты являются, по сути, налоговой льготой и позволяют стимулировать геологоразведку. С 2020 года в Арктике будут строить многоквартирные дома. Для Якутии данный проект особенно значим, так как подобное строительство в северных районах не проводилось со времен Советского Союза. По словам Айсена Николаева, работа начнется практически с нуля. Он подчеркнул, что необходимо изучить все варианты доставки строительных материалов в северные районы, искать возможности для максимального уменьшения расходов на завоз. Глава Якутии поручил Кабинету министров также подходить к строительству в Арктике чрезвычайно внимательно с учетом отдаленности районов от центральной части Якутии и короткого срока навигации. Росавтодор предусмотрит средства на проектирование моста через реку Алдан в Якутии. Об этом стало известно на площадке Международного форума «Транспорт России» в Москве. К строительству объекта должны приступить после завершения работ по строительству Ленского моста. На совещании в рамках форума также были рассмотрены меры по развитию федеральных дорог Колыма по маршруту Якутск-Магадан и Лена по маршруту Невер-Якутск. Так, в ближайшие 5 лет в рамках работы по капитальному ремонту федеральной трассы Колыма планируется перевести в асфальтобетон 160 километров со стороны Якутска, построить 5 мостовых сооружений через реки Атыр-Баса, Сегенях и Безымянный ручей на 579 километре. Компания «Алроса» приняла решение оставить необычный алмаз-матрешку в своей коллекции редких находок. Добытый на Нюрбинском ГОКе алмаз, внутри которого свободно перемещается еще один кристалл, встретился впервые за всю историю алмазодобычи. Возраст алмаза-матрешки, по оценке ученых, может составлять более 800 миллионов лет. Ученые выдвигают различные гипотезы происхождения этого алмаза. На сегодняшний день наиболее вероятной считается версия о том, что оба, и внутренний, и внешний, образовались в одно время. В коллекцию редких находок компании входят найденные в последние годы алмаз в форме черепа и камень, похожий на футбольный мяч. Отметим, что коллекция редких камней «Алроса» не предназначена для продажи. Свыше 100 миллионов рублей предусмотрено на осуществление выплат в рамках нового федерального проекта «Земский учитель в Якутии». Программа начнет работу с начала 2020 года, и сейчас Министерство образования и науки республики формирует перечень вакансий. Кандидатами на получение выплат станут педагоги высшего и среднего профессионального педагогического образования не старше 55 лет. Информация обо всех вакансиях появится на сайте регионального Минобрнауки в начале 2020 года. Сам конкурс продлится до 15 апреля. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Настя, встретимся в следующих выпусках новостей. Миргуяна, большое спасибо. А мы продолжаем наш выпуск. И, к слову, в продолжении актуальных вопросов мировой экономики отметим, что все больше масштаб приобретает в мире направление энерго- и ресурсосбережения. Так, на автосалоне в Лос-Анджелесе, который открылся 20 ноября в этом году, уверенно доминируют электромобили. Подробнее расскажет Сергей Берец. Хотя любовь к электричеству преобладает на автосалоне в Лос-Анджелесе, новое творение компании Land Rover оснащено турбодизелем. Впрочем, в линейке моторов, переосмысленного дизайнерами Defender 110, предусмотрена и гибридная силовая установка. Автомобиль, представленный на шоу, фигурирует в очередной ленте о приключениях Джеймса Бонда, напомнил директор по маркетингу компании Jaguar Land Rover Финбар Макфол. Автомобиль снимался в нескольких экстремальных сценах погонь по бездорожью. На него пал выбор экспертов. Требовалось что-то по-настоящему надежное и выносливое. Если вы видели фрагменты со съемок, заметили, конечно, кроме шуток, из машины выжили все, на что она способна. 25-й фильм об агенте 007 – кинодебют новой версии культового автомобиля. Его достоинства оценили координатор трюков Ли Моррисон, водитель-каскадер Джессика Хокинг и руководитель направления спецэффектов Крис Корбулт. Они тесно взаимодействовали с конструкторами, чтобы получить для съемок именно то, что им требовалось.
Модель Audi e-tron Sportback – второй электромобиль, созданный немецким производителем, входящим в концерн Volkswagen. Это очередной этап на пути к заявленной цели – создать к 2025 году не менее 30 вариаций электрических и гибридных машин. Это настоящий Audi, безо всяких оговорок и компромиссов, рассказывает вице-президент по управлению брендами Филипп Брабек. У вас не возникает ощущения, что вы пересели на другой автомобиль и вынуждены от многого отказаться. Мы сохранили все системы безопасности, в том числе действующие при аварии, и построили машину, которая отлично себя ведет и прекрасно управляется. Фирма из Калифорнии Karma Automotive специализируется на электрокарах премиального класса. Она представила на автосалоне два аппарата из своего модельного ряда. Это Rivera GTS и SC2, концепт мощностью 1100 лошадиных сил с разгоном от 0 до 100 км в час за 2 секунды. Как утверждает вице-президент по инженерному обеспечению разработки платформ Тодд Джордж, все разновидности Rivera – чистый восторг. SC2 – автомобиль для вождения. Мы не планировали сделать его полностью беспилотным или добиться автономии 3-го уровня. Он помогает оставаться в своем ряду и так далее, но в остальном это машина для водителя с великолепной динамикой, подвеской, тормозной системой. Все на высшем уровне. Для публики автосалон в Лос-Анджелесе будет работать с 22 ноября по 1 декабря. Стоимость посещения для взрослых в зависимости от дня недели – $15-20. Билет дает право на бесплатный тест-драйв. Своими секретами готовы поделиться лучшие огородницы и цветоводы со всех уголков республики. В Якутске проходит традиционный семинар сельских женщин республики. На него съехались руководители женсоветов республики, фермерских хозяйств и труженицы села. На месте работает наш корреспондент Саргалана Федорова. Она на прямой связи с нами. Саргалана, я приветствую тебя. Ну, расскажи, как проходит семинар. Приветствую, Анастасия. Здесь собрались активные женщины, труженицы села, чтобы обменяться опытом и обсудить проблемы отрасли сельского хозяйства. Они послушали доклад первого заместителя министра о развитии агропромышленного комплекса. Так, сегодня в республике руководителями фермерских хозяйств трудятся 148 женщин, и всего насчитывается 2204 крестьянских хозяйств, которые стабильно работают. И увеличению количества фермеров способствуют федеральные программы грантовой поддержки, как начинающий фермер, развитие семейных животноводческих ферм. И за последние 5 лет гранты получили более 170 женщин, но все же актуальными остаются проблемы низкого уровня заработной платы и оттока молодых специалистов в центр. И поэтому сегодня министерство разрабатывает новые механизмы привлечения молодых кадров в село. А о том, как работает действующая система, нам рассказала заместитель министра сельского хозяйства Татьяна Осипова. Давайте послушаем. У нас происходит отток населения сельских местностей и отток молодых специалистов в более комфортные условия. Это городское поселение, да, и районные центры. И для того, чтобы этот отток все-таки каким-то образом приостановить, у нас в республике существует несколько направлений поддержки. Да? Но первое направление – это с 2004 года наша республика выплачивает молодым специалистам, которые они учились очно, окончили высшее учебное заведение, начальное профессиональное учебное заведение и среднее профобразование имеют, они получают из бюджета доплату. Программа семинара обширная. Сейчас проходит презентация второй части книги о женщинах-руководителях сельского хозяйства. Также все участницы привезли с собой свою продукцию и развернули здесь выставку. Кроме того, они проведут мастер-классы, где можно будет ознакомиться с тонкостями огородничества, о том, как выращивать редкие растения в условиях крайнего севера, а также научиться технике шитья, плетению из конского волоса и многому другому. И завершится мероприятие награждением лучших тружениц села, и нескольким женщинам присвоят звание отличника сельского хозяйства. Анастасия.
Действительно, очень насыщенная программа. Саргалана, большое спасибо за информацию. Я напомню, что на прямой связи со студией была моя коллега Саргалана Федорова. Мечта фантастов воплоти. Канадская компания Hyperstellas разработала материал, делающий объекты невидимыми. Новинка может потенциально быть использована как в военной, так и в гражданской сферах, рассказывает Дмитрий Турлин. Увидеть значит поверить. По крайней мере, так считают в канадской компании Hyperstellas, разработавшей материал Quantum Stealth. Это особый вид пластика, который благодаря искажению лучей света способен делать предмет, помещенный за него, практически неразличимым и слитым с фоном. Примечательно, что искривляется не только видимый глазу свет, но и ультрафиолетовый и инфракрасный. Источников питания для функционирования Quantum Stealth не требуется. Новинкой заинтересовались военные нескольких стран. Предполагается, что благодаря невидимому пластику можно создать камуфляж нового типа, который сделает солдат и технику неразличимой для противника. Есть и менее милитаристические способы использования новой технологии. Экраны из пластика можно устанавливать, например, в окнах домов, чтобы обеспечить тем, кто внутри, приватность, говорят в компании. Однако мечтающим о плаще-невидимке придется подождать. Quantum Stealth пока может скрывать от взора только предметы на некотором расстоянии и не будет работать вплотную к объектам. Музей «Метрополитен» в Нью-Йорке открывает выставку сокровищ, собранных владетельными домами Европы. Весомую часть экспозиции составляют предметы, некогда принадлежавшие аристократическому роду Эстерхази. Их собрание разделено между Австрией и Венгрией и является предметом юридического спора, рассказывает Сергей Берец. С понедельника 25 ноября в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке открыта выставка «Создание чудес. Наука и роскошь при дворах Европы». Экспонаты предоставили различные собрания, созданные монархами и аристократами Старого Света в XVI-XVIII веках. Среди них великолепные предметы из коллекции княжеского рода Эстерхази, одного из самых знатных, влиятельных и богатых в империи Габсбургов. Изрядная часть их владений находилась в Венгрии и нередко становилась рубежом обороны против турок. За свои заслуги Эстерхази получали почести и награды, что конвертировалось в деньги, земли и произведения искусства, говорит куратор выставки Вольфрам Кёппе. Вещи Эстерхази не имеют себе равных по качеству. Для нас это очень важно, поскольку за каждой стоит история. Сокровища и земельные владения князей волею судеб оказались разделены между двумя странами. После Первой мировой войны, похоронившей Австро-Венгрию, одна часть коллекции оказалась в замке Форхтенштайн. По соглашению между Веной и Будапештом некоторые предметы на правах долгосрочной аренды хранятся в Музее прикладного искусства в венгерской столице. Балаш Цыгань, историк и заместитель директора фонда Эстерхази, считает, что прекрасная коллекция, пережившая века, ценна как единое целое, но о реституции речи не идет. Наша твердая позиция такова. Мы хотим, чтобы контракт 1923 года продолжал действовать на современных юридических условиях. Сохраняя за собой право собственности, мы за то, чтобы сокровища оставались в Венгрии, в публичном учреждении и были доступны исследователям и посетителям. После Второй мировой войны коммунистические власти в Венгрии национализировали ту часть коллекции, которая находилась во дворце Эстерхази в Фёртеде. Нынешнее венгерское государство не собирается с ней расставаться. Созданный в 2017 году фонд ведет судебную тяжбу с официальным Будапештом за право обладания наследием княжеской династии. По словам представителя правительства Венгрии Гергия Гулеша, позиция кабинета Виктора Орбана следующая. Если артефакт был изъят из Форхтенштайна несколько десятилетий назад, он не может считаться вещью, которая принадлежит замку. Пока продолжается юридический спор, произведения искусства из коллекции Эстерхази демонстрируются на выставке в Нью-Йорке. Она продлится до 1 марта 2020 года.
В Испании проходит крупнейшая в мире выставка чистокровных коней андалузской породы. В этом году за звание победителя поборются более 1000 жеребцов от местных и зарубежных заводчиков. На выставке побывал Дмитрий Турлин. Поклонники красоты чистокровных скакунов стекаются в Испанию на крупнейшую в мире выставку-ярмарку СИКАП 2019. В этом году более 1000 животных от сотен заводчиков поборются за звание победителя. Ожидается более 200 тысяч зрителей. Чтобы произвести впечатление на требовательную публику, лошадей тщательно готовят к выступлению, уделяя внимание деталям. Победа может зависеть от множества мелочей. Особенность события в том, что на нем представлены животные исключительно андалузской породы. Во время выставки также проходят соревнования по выездке, вождению каретой и прыжкам через препятствия. Андалузская порода лошадей была выведена из арабских и английских скакунов и особенно ценилась европейскими монархами за свои ездовые качества. СИКАП проводится ежегодно с 1991 года. Это были мировые новости на Якутии 24. Переходим к чрезвычайным происшествиям. В Якутске мужчина подозревается в повреждении имущества в сауне. В полицию обратился представитель администрации одной из саун города и рассказал о происшествии. Подозреваемым оказался 27-летний мужчина. Подробности у моего коллеги Юрия Осипова. Юрий, я тебя приветствую. Ну расскажи, что вообще там произошло. Да, Анастасия, здравствуй. Между посетителями сауны возник конфликт, и во время потасовки один из мужчин бросил в сторону стул и разбил телевизор. В его отношении возбудили уголовное дело, и теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения тел женщины и ее малолетней дочери при тушении пожара в Нюрбе. В частном жилом доме обнаружили тело женщины 1993 года рождения и ее дочери 2016 года рождения. Кроме того, в хирургическое отделение Нюрбинской центральной районной больницы с отравлением угарным газом доставили женщину 51 года рождения. Туда выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе со следователем Следственного комитета и сотрудники МЧС. Проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для установления причин произошедшего. В рамках проверки для установления причин смерти женщины и ребенка будут проведены судебно-медицинские экспертизы. В целях установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Сегодня в Якутске проходит масштабная операция «Нелегал СНГ». На объекты пребывания иностранных граждан выехали сотрудники отдела по вопросам миграции и наркоконтроля. Сотрудники полиции проверяют оптовые базы и магазины, в которых работают иностранные граждане. Сейчас на рейде с сотрудниками правопорядка находится наш корреспондент Александр Хавренко. Александр, я приветствую тебя. Ждем подробностей. Приветствую, Юрий. Да, ты правильно сказал, сегодня прошли рейды по линии миграционной службы, по линии управления по вопросам миграции. Были проверены объекты, где работают и иногда даже проживают иностранные граждане. Сегодня были проверены оптовые склады и магазины. Было задержано порядка 20 человек, у которых были обнаружены различные нарушения. Вместе с полицейскими из управления по вопросам миграции принимали участие также сотрудники наркоконтроля с разыскной собакой, но, к счастью или к сожалению, ничего запрещенного найдено не было. Об итогах сегодняшнего рейда нам расскажет старший инспектор по особым поручениям Николай Давыдов. Николай, ну что, как прошел рейд, каковы его итоги, каковы результаты? Здравствуйте. За сегодня, получается, было проверено несколько объектов, среди которых были выявлены 20 иностранных граждан. Сейчас в настоящее время идет проверка их режима пребывания. За последние сутки было выявлено 44 административных правонарушения по линии миграции. Наложено штрафов на общую сумму 84 тысячи, взыскано на 32 тысячи рублей. Также было закрыто въезда 23, было принято 23 решения о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации. И выявлено, возбуждено одно уголовное дело по статье 322.3 «Фиктивная постановка на миграционный учет». Но подобные рейды, это же не разовые акции, постоянно проходят, да, какие-то проверки, какие-то выезды, какие-то выявления? Да, конечно, данные акции проходят ежеквартально по несколько раз. Спасибо большое, Николай. Ну, надо еще добавить, что
подобные мероприятия проходят не только в Якутске, но и в других районах республики. И там тоже ситуация примерно такая же. Тоже выявляются нелегальные мигранты, люди без гражданства, которые не имеют права находиться на территории республики. На этом у меня все. Юра, тебе слово. Александр, спасибо за информацию. А я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Александр Хавренко. В Якутске осудили мужчину, который обвиняется в мошенничестве в сфере долевого строительства. Об этом сообщает прокуратура Якутии. 44-летнего местного жителя признали виновным в совершении 34 эпизодов преступлений. Суд установил, что компания «Теплосервис» вела строительство жилого комплекса «Северянка», в том числе на неотведенном для строительства земельном участке. Для строительства привлекались деньги граждан. С ними заключались договоры инвестиционной деятельности и долевого участия. Квартиры продавал подсудимый, им и изготавливались договоры, в соответствии с которыми граждане передавали деньги. Оба мужчины заведомо знали, что квартиры гражданам не будут переданы, поскольку уже были реализованы другим лицам и заключали договоры, не имея возможности и намерения исполнить принятые на себя обязательства. Помимо этого, при заключении договоров инвестиционной деятельности с гражданами был скрыт факт отсутствия соответствующей разрешительной документации на один из земельных участков, на котором также в отсутствие разрешения вело строительство блока «Д». Впоследствии в 2015 году блок «Д» был снесен как самовольная постройка. От преступных действий подсудимого пострадало 34 гражданина, которым причинен материальный ущерб на сумму свыше 39 миллионов рублей. С учетом мнения государственного обвинителя по результатам рассмотрения уголовного дела, суд приговорил мужчину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» выделено в отдельное производство и находится в производстве суда. Трое вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» задержаны в Московском регионе. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о преступлениях террористического характера. Их деятельность была пресечена ФСБ России во взаимодействии с Росинфомониторингом, МВД и Росгвардией. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Анастасия, на этом у меня вся информация. Благодарю тебя и наших зрителей за внимание. Юрий, большое спасибо за информацию. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия» от Юрия Осипова. А в Индии профессиональные клифф-дайверы спрыгнули со стен старинного колодца Туджи-Ки-Джалра в городе Джорджпура на севере-западе страны. Для того, чтобы достигнуть воды, смельчакам предстояло пролететь вниз около 20 метров. Туджи-Ки-Джалра был построен в первой половине 18 века. Первоначально он был источником питьевой воды, однако сегодня местные жители используют его в качестве бассейна, чтобы освежиться в жаркий день. За здоровый образ жизни под таким названием в Алданском медицинском колледже сейчас проходит социально-просветительская акция. В беседах с будущими медиками студенты-активисты и врачи поднимают множество актуальных тем. Сейчас в колледже находится наша съемочная группа, и на прямой связи со студией Татьяна Вахнина. Татьяна, я приветствую тебя и ждем подробностей. Анастасия, здравствуй. Что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, какими путями передается вирус и что включают основные меры безопасности? Об этом со студентами Алданского медицинского колледжа побеседовали специалисты Центра СПИД. Поднятие темы ВИЧ-инфекции и СПИДа стало частью студенческой акции «Мы за здоровый образ жизни». Акцию, приуроченную к Дню отказа от курения и к Дню борьбы со СПИДом, подготовили студенты 2 и 4 курсов, будущие фельдшеры, рассказала Ирина Федотова. Ира, как шла подготовка? Мы решили организовать проект против табакокурения и профилактику ВИЧ-инфекции. И это привело к тому, что мы решили снять полный аж фильм, в котором снимались мои однокурсники 4 курса, 4 курса «Лечебное дело». Именно они стали актерами? Да, именно они. Спасибо. О чем был фильм? Было о том, что мы хотели показать плохую сторону и хорошую, чтобы было сравнение, чтобы каждый человек принял свой выбор, куда идти дальше. Спасибо, Ира.
Вторая часть социально-просветительской акции касалась курения. Студенты, борцы за здоровый образ жизни, постарались донести до сверстников простую, но не всегда соблюдаемую истину о том, что сигарета – это убийца курильщика и палач будущих поколений. Предварительно студенты провели анкетирование среди сверстников, рассказал директор Алданского медколледжа Николай Миронов. Николай Семенович, много ребят у вас курят? Ну, нет, ребят курит немного, и это очень радует, но надеюсь, что в дальнейшем, скором времени курящих студентов, как только в нашем колледже и в других колледжах республики, и в других учебных заведениях, в том числе и в школах, будет все меньше, меньше и меньше. И когда-то эта проблема сойдет на нет. И мы больше никогда не увидим ни одного, ни подростка, ни молодого человека с сигаретой на улице или где-то в другом месте. Действительно, год от года в медколледже курящих студентов становится все меньше. Активистами и преподавателями проводится комплексная работа по профилактике вредных привычек, а также формированию грамотного отношения у молодежи к собственному здоровью. Анастасия. Да, Татьяна, большое спасибо за информацию. На прямой связи со студией была наш корреспондент из Алдана Татьяна Вахнина. Переходим к новостям спорта. Внеземной пит-стоп теперь это не просто оборот речи. Команда Формулы-1 Red Bull Racing, на днях обновившая мировой рекорд по скорости смены колес на гоночном болиде, решила попробовать обслужить машину в невесомости. Радость этих инженеров понятна, ведь только что они совершили в небе над Россией прямо-таки внеземной пит-стоп. Команда Формулы-1 Red Bull Racing вдохновилась отзывами спортивных комментаторов, которые не так давно окрестили скорость, с которой механики меняют колеса на их машинах, космической. Ведь на Земле полная переобувка машины занимает у них меньше 2 секунд. Для того, чтобы проверить, как долго займет пит-стоп в невесомости, Red Bull обратились в Роскосмос и арендовали самолет Ил-76 МДК. На таком же действии в нулевой гравитации отрабатывают космонавты. Подготовка к переобувке на высоте в 10 тысяч метров заняла несколько месяцев. Сначала на базе команды в британском Милтон-Кинсе, а потом уже в реальном самолете, совершающем резкие наборы высоты и снижения для достижения эффекта невесомости. Съемки проходили целых 4 недели. У космических механиков было 25 попыток по 22 секунды для того, чтобы поменять у болида все 4 колеса. В итоге получилось чуть дольше, чем на Земле. Если быть точным, в 40 раз дольше. Но зато первый небесный пит-стоп состоялся. Это достижение механикам далось нелегко. Одни сравнивали свою грацию в невесомости с телодвижениями коровы на льду, другие вспомнили, что аналогичный самолет НАСА астронавты прозвали «тошнотворной капсулой». Я не знаю, плакать или смеяться, когда вспоминаю наш первый полет. Первая же парабола застала всех нас врасплох. Нас сразу же пригвоздило к потолку. Потрясающе. Никто из нас даже пошевелиться не мог. Даже все мысли из головы улетели. Когда отлипли от фюзеляжа, стали просто бесцельно плавать. Но потом, мало-помалу, мы начали понимать, как надо двигаться и работать при нулевой гравитации. Еще одним отличием этого пит-стопа в небесах было отсутствие настоящего гонщика. Вестибулярным аппаратом своих пилотов команда рисковать не стала. Поэтому роль голландца Макса Ферстаппена исполнил манекен. Но, судя по этим кадрам, даже у него голова пошла кругом. Независимый дисциплинарный орган временно отстранил главу Всероссийской Федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина. Подробности знает мой коллега Власий Сергеев. Власий, я тебя приветствую. Из-за чего вообще все это произошло? Анастасия, здравствуй. Дело в том, что дисциплинарный орган подозревает его и ряд высокопоставленных спортивных чиновников во вмешательстве в расследование по делу Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Независимый дисциплинарный орган временно отстранил президента Всероссийской Федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Помимо Шляхтина отстранены исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин, глава Федерации легкой атлетики Московской области Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова и антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова. Напомню, Данил Лысенко был отстранен после того, как пропустил 3 внесоревновательных допинг-теста в течение 12 месяцев. В ходе изучения обстоятельств случившегося были выявлены факты подделки ряда документов, которые спортсмен представил, когда пытался объяснить причины нарушений. ВФЛА обязана ответить на обвинение до 12 декабря, после чего данный вопрос будет передан в Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Сборная России по теннису в составе Карена Хачанова, Андрея Рублева и Евгения Донского встретятся в четвертьфинале Кубка Дэвиса с командой Сербии. Результаты жеребьевки опубликовала пресс-служба турнира. Встреча россиян состоится сегодня. В составе сборной Сербии выступают Новак Джокович, Душан Лайович, Филипп Краинович, Виктор Троицкий и Янка Типсаревич. Напомню, российские теннисисты вышли в четвертьфинал турнира со второго места группы «Б», уступив испанцам и выиграв у хорватов. Сербия вышла с первого места группы «А», одержав победы над командами Японии и Франции. Итоги Кубка Дэвиса будут подведены 24 ноября. Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести следующий поединок в апреле 2020 года в Нью-Йорке. Об этом спортсмен заявил накануне. Наиболее вероятным соперником россиянина является американец Тони Фергюсон. В данный момент на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там выступать. Мы нашли другое место с высокой долей вероятности. Мой бой состоится в Бруклине в апреле, сказал Нурмагомедов. Московский «Спартак» выиграл у минского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 7-2. В составе красно-белых дубли оформили Каспарс Даугавинш и Александр Хохлачев. По одной шайбе забросили Артем Федоров, Анатолий Никонцев и Максим Цыплаков. У «Динамовцев» взятие ворот провели Францис Паре и Тему Пулкинин. «Спартак» одержал третью победу подряд и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 38 очков. «Динамо» идет на последнем 12-м месте, имея в активе 23 пункта. В следующем матче «Спартак» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а минский клуб встретится с омским «Авангардом». Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джики занял 69-е место в рейтинге 100 лучших игроков отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Рейтинг опубликован на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций. Джики провел все 10 матчей в отборочном раунде, в которых забил 1 гол и совершил 48 отборов, а точность его передач составила 90%. Первое место в рейтинге занял форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай. Вторым стал голландский полузащитник Фрэнки де Йонг. Третье место у вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда. Российский мини-футбольный клуб «Тюмень» со счетом 3-0 одержал победу над казахстанским «Аятом» в матче первого тура элитного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Тюмени, а в составе россиян голы забили Артем Антошкин, на его счету дубль, и Бруно Тафи. «Тюмень» выступает в группе «Б», где помимо «Аята» играют хорватский «Ново Вриеме» и действующий победитель турнира португальский «Спортинг». Во втором туре российский клуб сыграет с «Ново Вриеме». Встреча пройдет этой ночью. Мини-футбольный клуб «Заря» сыграл в ничью с липецкой командой ЛКС в перенесенном матче 6-го тура Высшей лиги России. Встреча завершилась со счетом 4-4. А в составе якутян по 2 результативных удара нанесли Джоустан Пестряков и Никита Рычков. У липецкого клуба хэт-трик оформил Павел Назаров. Одно взятие ворот на свой счет записал Максим Истомин. В турнирной таблице чемпионата «Заря» идет на 8-й позиции, набрав 9 очков. ЛКС занимает 3-ю строчку, имея в активе 17 пунктов. В следующем туре якутские футболисты сыграют со столичной «Красной гвардией». Встреча состоится 26 ноября. ЛКС 4 днями позднее встретится с нижегородским «Оргхимом». К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта. Анастасия, вам слово. Власий, спасибо. Я напомню, о последних спортивных баталиях нам рассказал Власий Сергеев. А между тем, впереди 2 выходных дня. Как их можно провести в столице региона, расскажет мой коллега Александр Хавренко. Кинотеатры и театры города и республики приготовили для своих зрителей много всего интересного. На большой экран выходит фантастический триллер Егора Баранова «Аванпост». На землю не падал метеорит. Террористы не придумывали глобальные угрозы. Сверхдержавы не развязывали атомную войну. Но что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границами этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов повсюду следы столкновения. Кто или что уничтожает все живое и как долго продержится последний аванпост человечества, узнаем в кино. Голливуд продолжает запускать большие фильмы, основанные на популярных сериалах. На этой неделе в кинотеатрах стартует фильм, снятый по мотивам одного из самых известных и популярных сериалов «Аббатство Даунтон». В свое время сериал вышел в 6 сезонах, и каждый из них был отмечен той или иной наградой. А рейтинги сериала показывали рекордные отметки. Действие происходит с 1912 по 1926 год в вымышленном загородном поместье аббатства Даунтон, расположенном в Йоркшире, Англия. В центре сюжета
История жизни аристократической семьи Кроули и ее прислуг в пост-эдвардскую эпоху, когда под влиянием масштабных исторических событий Великобритания кардинальным образом меняет свою социальную иерархию. Главная сюжетная линия фильма – прием правящего монарха в родовом гнезде. К визиту монаршей особы готовятся обитатели аббатства, однако в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на короля. Русский драматический театр приглашает на фарс-комедию «Тетки» по пьесе Александра Коровкина. Две сестры пенсионного возраста живут вместе в старинном красивом доме, который достался им в наследство. Дом не простой, а имеющий историческую ценность. Он расположен в самом центре города, поэтому заполучить его пытаются местные чиновники, которые хотят под предлогом программы ветхого жилья выселить бабушек на окраину города, а особняк продать. На этом фоне и развивается сюжет уморительной смешной комедии с забавными ситуациями. Актеры играют с куражом и легкостью, и с большим удовольствием. Также русский театр приглашает на трагикомедию «Тотус» по роману Ивана Гончарова «Обломов». В постановке Татьяны Ворониной «Город Москва». Новый взгляд на жизнь Ильи Обломова в исполнении актеров Русского драматического театра. 24 ноября Государственный театр оперы и балета имени Саурона Малона приглашает на оперную дилогию Владимира Кобейкина «Александр Македонский» и «Кундаса Великий» в постановке Карла Фергучева. Александр Македонский в исполнении Николая Попова, властитель и обладатель всего, эпицентр церемонии поклонений и побед. Он проживает поучительную историю об относительности всего в этом мире, власти, любви, добытой через убийство, человеческого возвышения. Владимир Кобейкин выводит этот сюжет в поток музыкальной энергии, где основой является ритм, приближающий все происходящее на сцене к ритуалу. В партиях заняты Александр Македонский, Николай Попов, поэт Егор Колодезников, мидия Зинаида Колодезникова. Кундаса Великий в щедром и благодатном краю. Народ Саха наслаждается жизнью во главе с великим вождем по имени Кундаса. Но ледяная звезда Чолбон останавливается в зените, заливает землю своим мертвящим ледяным светом и на людей насылает демонов лютой и нескончаемой стужи. Народ в ужасе и в унынии. Никогда зима не была еще столь жестокой и продолжительной. От имени всего народа Саха жена Кундасы обращается к великому супругу и предводителю с мольбой о спасении. В растерянности Кундаса поднимает глаза к звезде Чолбон и требует, постепенно переходя к угрозам, чтобы она оставила его народ в покое. И вот великому вождю приходит в голову спасительное решение. В партиях заняты Кундаса Великий Юрий Баишев, шаман Владимир Заболоцкий, жена Кундасы Екатерина Захарова, звезда Чолбон Екатерина Корякина. Нерюнгринский театр «Актера и куклы» приглашает на случай в новогоднюю ночь музыкальный кукольный спектакль по сказке Шарля Перро «Пряничный домик». Феерическое представление с чудесными превращениями, волшебная история о добре и зле. Давным-давно жили-были брат и сестра Жан и Мари. Родители их были очень бедны, и жили они в старом домике. Однажды голодные Жан и Мари отправились в лес по грибы и ягоды. Заблудившись, они наткнулись на странную поляну, посреди которой стоял небольшой домик. Крыша у него была из шоколадных пряников, стены из розового марципана, а забор из больших миндальных орехов. Как же захотелось детям попробовать эти сладости, но их ждал страшный сюрприз. Какой именно, узнаете в театре. На этом у меня все. Нескучных вам выходных. И в завершении выпуска коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане минус 20 градусов по Цельсию, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду, давление 699 миллиметров ртутного столба. В Ленске намного холоднее, 26 градусов ниже нуля, скорость ветра 3 метра в секунду. В столице Алмазного края минус 27, ветер 3 метра в секунду, давление 729 миллиметров ртутного столба, переменная облачность. В Нерюнгре столбики термометров остановились на отметке 20 градусов со знаком минус, ощутимый ветер 4 метра в секунду, также переменная облачность. В Якутске холоднее всего минус 31, ветер 1 метр в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, преимущественно солнечно. К этой минуте у меня вся информация. Еще больше новостей вы сможете найти на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и не переключайтесь.